Итак, дорогие друзья, по вашим многочисленным просьбам сегодня в студии программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах» заместитель мэра города Грозный Муса Тутуев, который сегодня опять будет отвечать на ваши вопросы, касающиеся ЖКХ и ЖКУ. Это жилищно-коммунальных хозяйства и жилищно-коммунальных услуг. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И я, Зурушев, моя фамилия. Зовут меня Ламали. Маршал Муса. Далее салам маршал. Начнем? Да. Готовы? Да, готовы. Давайте сразу расскажем нашим телезрителям, что такое ЖКХ и что входит в систему ЖКХ. На самом деле, в первую очередь хотелось бы поблагодарить, поскольку за приглашение и за такую возможность, которая предоставлена нам для пояснения некоторых вопросов, актуальных жителям города Грозного и собственникам помещений, которые бывают у большинства. И на самом деле, если коротко сказать о сфере, что такое сфера жилищно-коммунальное хозяйство, это одна из основных сфер, наряду с другими сферами по жизнеобеспечению самого населения. То есть, что тут предполагается? Если по закону мы говорим, в систему жилищно-коммунального хозяйства входит и сферы газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, благоустройства и содержания общего имущества, как собственников помещения, так и имущества города Грозного. То есть это территории общественного пользования. Соответственно, для решения данных вопросов, для в целом как функционирования данной системы необходимо четкое и определенное взаимодействие как со стороны населения, так и со стороны организации. Поэтому, когда мне так задают вопрос, я обычно отвечаю, что система ЖКХ – это система как единый организм населения и муниципалитета. Получается быть единым организмом? С каждым днем на самом деле большой объем работы проведен, соответственно, с поддержкой и по непосредственным контролем главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Если взять, мы должны проанализировать, я считаю, каждый должен задать себе вопрос не о нынешнем периоде, которые должны смотреть немного назад. То есть, грубо говоря, если взять вот эти последние 20 лет... Что было, что есть. Да, что было, что есть, и чему мы идем, если проанализировать всю эту ситуацию, сфера ЖКХ, как и в других сферах, как здравоохранение, образование, проведен очень большой объем работы. Этот объем работы непосредственно продолжается. Задачи ставленные, если мы выполнили такой хороший большой объем работы по созданию инфраструктуры, и сейчас эта задача стоит еще больше. Это получается, стоит задача у нас расширения, увеличения, так как развивается и социально-экономические стороны города Грозного, и получается необходимо развить и сферу ЖКХ. Поэтому этот вопрос непосредственно на контроле мэра города Грозного. Планы составлены не на один год, а составлены стратегические планы, по которым идем, реализуем. Грубо говоря, у нас получается даже в текущем году, если мы говорим об определенных показателях по работе, проведенной именно в сфере ЖКХ, стоит озвучить всего лишь 3-4 показателя. Это какие показатели? Показатели по замене водопроводных линий, если мы берем, у нас порядка, иншаллах, мы достигнем до 150 километров по замене водопроводных сетей в этом много, году. мало, достаточно? Это, я считаю, это много, поскольку такой большой объем работы выполнить и с минимальными нагрузками на население, скажем, опять-таки бывают обращения иногда
о перебоях водоснабжения у нас, это непосредственно в такие моменты на полчаса, час отключается для переключения именно вновь построенных водопроводных линий. То есть для города Грозного это большая цифра, 150 километров. Если в прошлом году было 100 километров, мы добавили в этом году еще 50 километров. Это практически получается на 50% Идет большой замена объем. всей системы. Мы этому Грозном. идем, да. Если общую протяженность мы берем, у нас общая по системе водоснабжения свыше 2000 километров протяженность. Из них мы за последние 4 года, получается, заменили порядка 500 километров. Это большой объем работы, это 25% от общей протяженности. И в сфере теплоснабжения также у нас в этом году свыше 30 километров замена ветхих тепловых сетей и строительство 2 котельных. То есть основные показатели, которые многие и не видят на самом деле, когда здание строят, там 20-этажную, это видно, это красиво, но когда меняем трубы, многие это не замечают, и, соответственно, поскольку это подземные Замечать коммуникации. неудобство, когда воды нет. Да, это подземные коммуникации, и, соответственно, для обеспечения именно жилищно-коммунальных услуг непосредственно нужны именно эти подземные коммуникации. Поэтому этот вопрос держится на контроле и реализуется, и качество ежедневно повышается. Муса, а что такое коммунальные услуги ЖКХ? Что входит в коммунальные услуги ЖКХ? И еще, и кто является исполнителем коммунальных услуг в многоквартирном доме? Вот такой вопрос у нашего телезрителя. Да. Прошу. Жилищно-коммунальные услуги входят именно обеспечение водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения. И получается, многие, так как у нас находится на территории города Грозного едино-расчетный кассовый центр, то есть на общей единой квитанции еще дополнительно отражается и жилищные услуги, это получается содержание общего имущества. По закону они в коммунальные услуги не входят, но, соответственно, получается, если четко разграничить, коммунальные услуги входят, газ, свет, вода, водоотведение. Но для того, чтобы наши жители поняли нас правильно, это в народе обычно жилищно-коммунальные услуги определяется как комплекс всех услуг, которые предоставляются единой квитанцией. Вот. Чтобы вы разъяснили вот эту всю разницу. Прошу, да, прошу. включая вывоз мусора, содержание общего имущества собственников помещения в многоквартирном доме и те услуги, которые я выше перечислил. То есть мы предоставляем жителям единую квитанцию и в соответствии с требованием, опять-таки, жилищного кодекса. И кто устанавливает тарифы? На тарифы... И каким образом они определяются? Размер платы и все остальное жилищно-коммунальных услуг. Вот кто все это устанавливает? Тарифы утверждаются у нас Государственным комитетом по ценам и тарифам Чеченской Республики. Получается ежегодно, то есть каждая ресурсоснабжающая организация, будь то водоканал, электрики, газоснабжение, формирует ежегодно свою смету расходов и предоставляет эту смету расходов в комитет правительства по ценам и тарифам, соответственно, там его рассматривают, там и утверждают. Не управляющая компания. Не хотелось бы тут отметить еще тот момент, который сейчас буквально озвучил. Управляющие компании занимаются именно содержанием общего имущества, которые по жилищному кодексу не входят коммунальные услуги. Коммунальные – это услуги электроснабжения, повторяюсь, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. Тарифы на эти услуги утверждаются комитетом по правительству по ценам и тарифам. Ежегодно они проверяют, общее утверждают. Именно туда входят все затраты, которые необходимы для обеспечения и содержания существующих коммуникаций этих предприятий.
тариф на содержание общего имущества утверждается и собственником помещений многоквартирных домов на общем собрании. Тут дело как происходит. Если сказать, если новый многоквартирный дом введен в эксплуатацию мэрии города Грозного, в течение 20 дней объявляется открытый конкурс на право управления этим домом. То есть, когда конкурс проводит мэрия на новый дом, тогда тариф разрабатывается и утверждается мэрией города Грозного. И, соответственно, на этом конкурсе выставляется этот тариф. Далее, ежегодно собственники помещений многоквартирного дома обязаны утвердить тариф, включая изучением своей сметы расходов на содержание общего имущества. Если собственники помещений не утверждают и не проводят общее собрание, где общий кворум имеется на утверждение этого тарифа, действующий тариф сохраняется и продолжается дальнейшее содержание этого имущества, поскольку бросить работы по содержанию не представляется возможным из-за бездействия собственников помещения. То есть тариф остается на том же уровне. Казалось бы, вопросы простые, да, повседневные, но они требующие разъяснения. Да. Вот спасибо, что вы сегодня пришли, вот так подробно об этом нам сегодня рассказываете, разъясняете. Смотрите, очень такой интересный вопрос от нашего телезрителя, мне так кажется. Вот, решать вам, как говорится. Иногда можно услышать, что наши цены на коммуналку выше, чем у наших соседей. Это так или нет? Да, хороший вопрос. На самом деле некоторые этот вопрос и обсуждают, мы тоже слышим это. Если такой вопрос не задают те собственники помещений, жители города Грозного, у которых имеется имущество в других городах, скажем, как они там оплачивают и тут оплачивают. Или когда туда выезжают на временное, скажем, проживание, у них бывает вариант, с чем сравнить. Если даже мы берем любую сферу теплоснабжения, то там тоже тариф утверждается межтарифной разницей. То есть экономически обоснованные тарифы все еще на территории Чеченской Республики не утверждены. Соответственно, у нас, благодаря, опять-таки, главе Чеченской Республики, герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову, послевоенный период, все эти цены были сдерживающими и оптимальными для народа. То есть, исходя из социально-экономического положения. То есть, за последнее время просто наши жители, собственники замечают то, что тариф повышается, там 6%. В этом году, там, согласно, опять-таки, это не зависит от региональных властей, хотелось бы отметить именно на коммунальные услуги. Процент за повышение ежегодного тарифа утверждается федеральным центром на электроснабжение, на газоснабжение и, соответственно, на воду. То есть спускается единый документ подконтрольной Федеральной антимонопольной службы и, соответственно, повышение тарифов тоже регулируется. Несмотря на это, на территории города Грозного, в том числе и на территории всей Чеченской Республики, у нас экономически обоснованных тарифов, достигших, как объяснить, как и в других регионах, которые предприятия работают безубыточно, у нас такие тарифы не утверждены. То есть межтарифная разница погашается либо из бюджета, либо из иных источников. Но если сказать простым языком. Если сказать простым языком, у нас тарифы невысокие по сравнению с другими субъектами. Наоборот, у нас тарифы получаются ниже. И вот тоже, мне кажется, интересный вопрос. Даже очень. Смотрите, кто ответственен за сохранение домового имущества? И что несет за собой порча домового имущества? Это двери, лифты, стекла и так далее.
Можете объяснить? Можете объяснить? Конечно, очень тоже хороший вопрос, на самом деле требующий такого ответа. На самом деле, согласно, хотелось бы обратиться к жителям, чтобы они немного изучили сферу ЖКХ. Изучили не просто так, а есть интернет-ресурсы, есть видеокурсы, есть и нормативно-правовая база, которую они могут читать. То есть ответственность за сохранение общего имущества собственников помещения в многоквартирном доме на самом деле лежит на самих же собственниках. Это поскольку это является их имуществом. И второй момент то, что согласно жилищному кодексу, статья 161, им предоставляется не только право, но и обязанность по выбору управляющей компании, либо товарищества собственников жилья, либо непосредственное управление своим же имуществом. То есть, получается, выбрав управляющую компанию и определив тариф на содержание общего имущества, дальше в каждом многоквартирном доме должен быть свой совет дома, и который контролирует расходы на самом деле и управляющих компаний. И если бывают какие-то обращения, заявления, естественно, туда подключается и органы местного самоуправления для разъяснения и контроля, и плюс еще по некоторым вопросам, которые относящиеся к ведению жилищного надзора, они тоже подключаются, работают. И что То будет есть, за порчу имущества домового? Допустим, за- человек поломал дверь, разбил стекло. Ну, это общепринятая норма и написано в нормативно-правовом акте. Если такое лицо устанавливается, он несет полную ответственность за восстановление этого имущества. То есть мера ответственности не только штраф там предполагается, но и предполагается необходимо восстановить испорченное имущество. И это является на самом деле... В любом случае наказание порчи любом имущества за собой влечет. Естественно, любое порча имущества – это административный штраф и восстановление этого же имущества. Если поломал дверь, он должен осметить, может управляющая компания осметит, если даже сами восстановили его, осметит и представить счет собственнику помещения. Что делать и куда обращаться, если соседи в многоквартирном доме нарушают закон о тишине в ночное время? Бегают, прыгают, передвигают мебель, громко слушают музыку, ведут строительные работы и так далее. Согласно, опять-таки, нормативно-правовой базе у нас есть период времени, когда допускается проведение работы в своем квартире, но несмотря на это, если есть соседи, которые шумят или работают после 11, 23:00, скажем, ночь, то есть мешают своим же соседям, это, во-первых, неправильно с человеческой точки зрения и не соответствующее чеченскому народу. На самом деле сосед это, как говорится в нашем народе, ближе, чем собственный брат, скажем. Но не У нас понимает это- сосед человеческого Если сосед языка. человеческого языка не понимает и необходимо куда-то обратиться, в каждом многоквартирный дом или сектор обслуживается участковым инспектором. То есть есть на каждом доме вывешенные, как правильно их будет назвать, не знаю, афиши или где написаны и данные участковой службы. То есть любой собственник может через свою управляющую компанию обратиться, либо напрямую инспектору участковому. Также они могут обратиться в единую дежурную диспетчерскую службу мэрии города Грозного, которая круглосуточно работает. То есть эта заявка, если принимается ЕДДС или управляющая компания, они передают его на соответствующую службу для рассмотрения. Понятно. К сожалению, время нашей эфира заканчивается. Очень актуальный разговор. И два последних, можно сказать, наших вопросов. Итак,
Скоро уже наступит осенне-зимний период. Город готов к новому отопительному сезону. Насколько эффективно идет работа по подготовке к зиме? Вот такой вот вопрос. Люди уже о Да. холодах думают. Не только люди об этом думают, мы еще начали об этом не только думать, но и начали подготавливаться в это осенне-зимнему периоду 23-24 года с второго дня, как завершился зимний период предыдущий. То есть у нас был уже составлен план работы. Согласно плану работы мы и работаем, большой объем работы был предусмотрен. Порядка там 75% уже выполнено. То есть оставшиеся, это я говорю, согласно графику, мы график немного опережаем. Самые сложные участки мы завершили. Как выше отметил, у нас запланирована замена ветров теплотрасс свыше 30 километров, также строительство 2 котельных, капитальный ремонт самих же котельных. То есть мы, муниципалитет, так как является ответственным в этом направлении, вопрос находится не под непосредственным контролем мэра города Грозного Кадырова Хасмагомеда Шахмамедовича. То есть мы готовы к АЗП. Все оставшиеся работы будут завершены до середины сентября. Подготовка идет. Подготовка идет, и иншаллах... Волноваться не о чем. Тепло будет. Не только тепло будет, вода будет, и свет, и газ, все будет. Это самое главное. Да. А вот это самое главное. И последний вопрос, Муса. Вот такой. Какие функции выполняет аварийно-диспетчерская служба? Вы о ней уже говорили. И вот вопрос, как говорится, в руку. Какие требования установлены к режиму работы аварийно-диспетчерской службы? И что делать, если они не берут трубку? И аварийно-диспетчерская служба, у каждой организации ресурсоснабжающей, у них своя аварийно-диспетчерская служба, они работают на самом То есть, деле... минуточку, Муса, скажем так, по-простому, чтобы наши телезрители слышали, поняли, узнали, понимали, у газа своя служба, Да, у воды своя служба, есть, у электричества своя служба. есть. У Да. каждой организации своя служба. А нас- вот где ознакомиться с этими телефонами, данными, к вам на сайт зайти, мэрии города Грозный, или Вся к ним зайти? Вот. информация о, скажем, о дежурных номерах, если, судя по вопросу, я понимаю, тут речь идет не о самих работах, которые выполняет аварийно-диспетчерская служба, а куда подать заявку в случае Да, аварии. все правильно. И что делать, если Да, они не и берут трубку? Не берут трубку. На самом деле, как сейчас правильно отметили, у каждой организации своя диспетчерская служба, которая принимает и обрабатывает заявки. Кроме этого, у нас вся эта информация находится на сайте мэрии города Грозного. Кроме этого, у нас в городе функционирует единая дежурно-диспетчерская служба мэрии города Грозного, которые они могут круглосуточно любую заявку подать, независимо, если водоканал, или электрики, или газовики. Если они туда не хотят звонить, грубо говоря, или не знают, или как-то... Или не могут дозвониться. Да, не могут дозвониться в связи с перегруженностью звонков, да. Если они так, это запасной или основной вариант, который создан мэрией города Грозного для решения возникающих вопросов жителей города Грозного. Поэтому мы всегда круглосуточно там работают, принимают звонки, причем этот телефонный номер у нас многоканальный, поэтому в ожидании там долго не стоять, если звонить. То есть там полностью обеспечена дежурно-диспетчерская служба. И, соответственно, если кто-то не брал или не дозвонился, я советую звонить в единую диспетчерскую службу мэрии города Грозного, который обязательно возьмет, и более того, они контролируют обратно исполнение заявок. То есть система так устроена, если житель подал заявку в мэрию, диспетчерскую службу, они дальше исполнение контролируют, звонят этому же собственнику,
в регламентированные сроки и общаются с ним, мы исполнили его заявку, какие сроки и удовлетворили работы предприятия. Поэтому вся система налажена, а если такие моменты имеются, но это, я считаю, в небольшом количестве будет, пускай звонит в ЕДДС мэрии города Грозного. А номер какой службы? Номер единой дежурной диспетчерской службы мэрии города Грозного – это 8 87 12 62 62 62. Удобный номер для даже просто запоминания. А также, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к жителям. На самом деле, номера диспетчерских служб у них должны быть как минимум сохранены на своей телефонном книге. То есть в любой момент бывает любая авария, поэтому, чтобы не искать на сайте мэрии или где-то в другом месте, или они либо звонят соседу, через соседа подают заявки, пускай, если есть такой вариант, и мы сохраняем, пускай Тут я вас поддерживаю. Спасибо. Спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы, на вопросы телезрителей, высказали свое мнение. Удачи! Sun joplu шоушкет милчхена токиш ду тходолч хабак чекиш ду шудолч вопрос да это наш хакекин твой жоп де хаттер де жоп дала киш дукто. И вот и за это понимание тоже огромное вам спасибо. Удачи вам, Муса, в вашей работе. Итак, дорогие друзья, на сегодня это все. Это были 10 вопросов от вас, от наших телезрителей. Мы постарались на них ответить. Но, как сказал мой дорогой гость, он готов снова и снова встретиться, если будут возникать вопросы. Так что присылайте. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И заместитель мэра города Грозный Муса Тутуев. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.